Здравствуйте, уважаемая аудитория. Сегодня будет лекция про ароматные воды по предмету химия и технологии природных лекарственных веществ. Сперва мы ознакомимся с классификацией ароматных вод и их характеристиками и применениями. А также будет информация про мятную воду, укропную воду и горько-миндальную ароматную воду, а также кориандровую спиртоводную ароматную воду. Ознакомимся с производством ароматных вод, аппаратурой, их хранением, методами перегонки из эфирно-масличного сырья с водяным паром, методом смещения, также хранение ароматных вод. Затем ознакомимся с технологической схемой производства ароматных вод и изложим каждый процесс. Что такое ароматные воды? Ароматные воды – это препараты, содержащие в водном или водно-спиртовом растворе эфирные масла. По внешнему виду ароматные воды представляют собой прозрачные или слабо аполисцирующие жидкости, обладающие запахом входящих в них эфирных масел. Они не должны иметь затхлого запаха и слизистой консистенции. Ароматные воды дозируют по объему. При растворении твердых лекарственных веществ объем воды ароматной, выписанной в рецепте, не уменьшают на величину изменения объема. В случае точного указания объема воды ароматной в прописи рецепта изменение объема при растворении твердых лекарственных веществ учитывают при контроле качества изготовления лекарственной формы. При расчете общего объема используют значение КУО лекарственных веществ. Что касается классификации ароматных вод, следующие наименования есть: это вода мятная, вода укропная, вода плодов кориандра и вода горько-миндальная. В представленной таблице указан состав каждой из вод. Например, вода мятная, масло мяты перечной 1 грамм, вода очищенная до 1 литра разбавляется. В укропной воде масло фенхеля, эфирное масло фенхеля 1 грамм и вода очищенная до 1 литра. Так, кориандровая вода, плоды кориандра крупно измельченные 1 часть, спирт 1 часть и 10 частей водного пара, достаточное количество для получения отгона. В горько-миндальной воде жмых семян горького миндаля 12 частей, вода очищенная 20 частей и спирт этиловый 96%, это медицинский, так, 3 части. Ароматическая мятная вода производится из свежих листьев и цветков перечной мяты и сохраняет в себе все свойства этого бодрящего растения. Гидролат мяты – одно из самых лучших средств для тонизирования кожи лица и возвращения свежести. Мятная вода действует более нежно и мягко, чем эфирное масло мяты, поэтому хорошо воспринимается даже чувствительной кожей. Мятная вода – природный тоник и антисептик. Ароматическая формула, которую производят, включать эту воду в рецептуры, предназначенные для ухода за загрязненной, жирной, склонной к воспалениям кожей, так и средства для поднятия тонуса и улучшения цвета кожи, подверженной стрессу, утомлению и преждевременному старению. Противоотечное и антикупорозное действие мятной воды бережно дополнит уход, произведенный возвратом кожи гладкой, чистой и однородность. Так, масло мяты, оно
тонизирует и освежает, сужает поры, снимает воспаление, а кислота лимонная выравнивает цвет кожи, восстанавливает pH и защищает. Подходит для нормальной, жирной и увядающей кожи. Укропная вода – средство для лечения заболеваний ЖКТ на растительной основе. Фармакологическое действие воды укропной производится на основе эфирного масла, укропа аптечного фенхеля или укропа огороднего и очищенной воды. Средство снимает спазм мускулатуры кишечника, тем самым позволяет накапливающимся газам выйти наружу. Особенно эффективна укропная вода для новорожденных, у которых ярко выражен метеоризм на протяжении 4-6 первых месяцев жизни. Также эта вода обладает противомикробным свойством, способствует улучшению процесса пищеварения. Горько-миндальная вода, aqua amygdalarum, прозрачная, бесцветная или слегка мутноватая вследствие присутствия следов эфирного масла, горьких миндалей, жидкость своеобразного запаха, слабокислой реакции. Так, содержит 0,1% синильной кислоты, получает из жмыха горького миндаля путем перегонки с водяным паром. Согласно германской фармакопее, растворением бензальдегид циангидрина в спирте с последующим разведением спиртового раствора воды. Терапевтическое применение обуславливается присутствием синильной кислоты, действующей местно, анальгизирующей. Применяется как при бронхиальной астме, катаральном бронхите, остром ларингите, коклюше, кардиалгии и гастроэнтерологии. В настоящее время многие авторы считают терапевтическое применение горькой миндальной воды малообоснованным, употребляют горькую миндальную воду в качестве корригентов. Так, спиртовая вода кориандра, aqua coriandri spirituosa, в качестве лекарственного средства впервые включен в ГФ-8 взамен спиртовой воды корицы. Для ее приготовления одну часть истолченных плодов кориандра настаивают на 7 из одной части спирта с 10 частями воды в течение 12 часов. По истечению указанного срока в перегонный куб пускают острый пар и собирают 10 часов отгона, являющийся готовым препаратом. Спиртовая вода кориандра представляет собой бесцветную, прозрачную или слегка полисцирующую жидкость с запахом кориандра пряного вкуса. Плотность составляет 0,950 до 0,980. В плодах кориандра содержится около 0,5% эфирного масла. Таким образом, получается ароматная вода концентрации 1 к 2000. Спиртовая вода кориандра применяется как средство, исправляющее вкус и запах лекарств. Ароматные воды можно получать двумя способами. Это перегонка из эфирно-масличного сырья с водяным паром и растворением в воде эфирных масел. Первый способ позволяет получить ароматную воду более высокого качества, так как при перегонке в нее переходит весь комплекс летучих ароматных веществ, типичный для данного растения. Перегонку ведут с таким расчетом, чтобы эфирное масло при дистилляции полностью растворилось в дистилляте, количество которого значительно больше, чем при выделении эфирного масла. При приготовлении ароматной воды растворением эфирного масла в ней будут
отсутствуют компоненты эфирного масла, которые ушли ранее с дистилляционной водой при первоначальном получении эфирного масла, как наиболее легко растворимое. Эфирное масло предварительно растворяют в ступке с тальком или с белой глиной. В соответствии соотношение 1 к 10 полученную массу переводят в стеклянный баллон и сильно взбалтывают с водой, подогретой до 50 градусов. При растирании частицы талька или белой глины обволакиваются пленкой эфирное масло, благодаря чему очень сильно увеличивается поверхность масляной фазы. Это обстоятельство, а также применение подогретой воды способствует более быстрому и полному растворению эфирного масла в воде. Остывшую жидкость фильтруют через бумажный фильтр, предварительно смоченной водой, тогда через него не проходят нерастворяющиеся капельки масла. Методом смещения получают, например, ароматную мятную и розовую воду. Все ароматные воды должны храняться в заполненных доверху склянках в прохладном месте. Признаками порчи служат появление мути и хлопьев, слизистый и затхлый запах. При перегонке в ароматные воды переходит весь комплекс летучих ароматных веществ, содержащихся в растении ароматной воды мятной. Используется в микстуре в качестве корригенс менструм. Ароматная вода укропная используется в детской практике при метеоризме, а вода мятная для полоскания. Приготавливают ароматную воду мятную и укропную согласно действующей нормативной документации с смешением эфирного масла мяты перечной, там 0,044% и эфирного масла фенхелевого 0,005% с водой, масло фенхелевого 0,05 грамм и воды очищенной до 1 литра, масла мята перечной 0,44 грамм и воды очищенной до 1 литра. В следующем слайде показан протокол приготовления ароматной воды из плодов кориандра спиртовой 100 мл. Характеристика конечного продукта, производство, наименование продукции. Вода плодов кориандра спиртовая. Исходные материалы служат ниже следующие: плоды кориандра, крупно измельченная 1 часть, и спиртоэтиловая 1 часть, пары воды, достаточное количество для получения 10 частей отжима. Применяют как коррегирующие средства, исправляющие вкус и запах лекарств. Ароматная вода обладает слабым антисептическим действием, улучшает двигательную и всасывающую способность желудка. Бесцветная, прозрачная или слегка полиструющая жидкость с запахом кориандра и спирта с пряным вкусом. Плотность составляет 0,95-0,98. Упаковка. Готовую продукцию разливают в стеклянную емкость, закрывают винтовым пластмассовым крышками с прокладками. Маркировка проводится наклеиванием этикеток на емкость. На этикетке указывают предприятие, изготовитель, его товарный знак, название препарата, количество препарата, номер серии, дата изготовления и срок годности. Химическая схема производства. В производстве воды плодов кориандра спиртовые химические процессы отсутствуют. Технологическая схема производства. Производство воды плодов кориандра спиртовой состоит из следующих стадий. Это подготовка производства, подготовка сырья, материалов, полупродуктов и получение воды из плодов кориандра спиртовой. Фасовка, упаковка, конечный продукт производства.
Стадии вспомогательных работ, стадии это ниже следующее, это вспомогательная работа в ВР, ТП – это значит стадия основного технологического процесса, УМО – это стадия упаковывания, маркирования и отгрузки готового продукта. Так, изложение технологического процесса. При первой стадии подготовки производства сперва приготовление дезинфицирующих растворов. В качестве дезинфицирующего раствора используют 3% раствор перекиси водорода с 0,5% моющего средства. Раствор хлорамина В 1%, раствор дегмина 1%. Так, после дезинфекции проводится подготовка оборудования и помещения. Оборудование моют и дезинфицируют 3% раствора перекиси водорода с последующей промывкой водой, проверяет исправность оборудования, затем ежедневно производится влажная уборка производства помещения 3% раствором перекиси водорода с 0,5% раствором моющего средства. Не реже одного раза в неделю протирают панели, стены, двери, окна, вентиляционные, воздухоотводные трубы. Для обеззараживания полов используют раствор хлорамина В 1%. Генеральная уборка проводится один раз в месяц. Так, третья стадия – это подготовка персонала. Все лица, занятые в производстве, должны пройти медицинское обследование, бактериологическое обследование. Вновь поступающие на работу лица должны пройти подготовку по специальности, включая ознакомление с правильными организацией производства и контроль качества лекарственных средств. Перед началом работы персонал должен надеть спецодежду, спецобувь, обработать эти руки мылом, 1% раствором дегмина. После подготовки персонала идет подготовка вентиляционного воздуха, очистка воздуха в помещении двухступенчатая. В зимнее время воздух дополнительно прогревается, фильтрующие камеры моются с дезинфицирующим раствором. Так, пятая стадия – это подготовка тары. Тару моют и дезинфицируют 3% раствором перекиси водорода с последующей промывкой водой. Флаконы и крышки ополаскивают в чистой воде, укладывают на противень и сушат в сушильном шкафу при температуре 80-90 градусов Цельсия в течение 4 часов. Высушенные флаконы и крышки передают на противнях на стадию УМО-4, и фасовка и упаковка. Так, расчет загрузки. Плодов кориандра крупноизмельченных 1 часть, спирта этилового 1 часть нужна, и водного пара достаточное количество для получения 10 часов отгона. Подготовка сырья, материалов, полупродуктов. Так, это вспомогательные работы, вторая стадия. Первая стадия – отвешивание и измельчение плодов кориандра. Плоды кориандра получаются со склада, отвешивают на весах, помещают в сборник, химик-аналитик проверяет правильность отвешивания, а также плоды кориандра измельчают на измельчителе. В лабораторных условиях плоды кориандра измельчают на шаровой мельнице в течение 5 минут до размера крупного измельчения. Подготовка плодов кориандра. Измельченные плоды настаивают со смесью спирта этиловой и воды из расчета 10 литров спирта на 100 литров воды очищенной в течение 12 часов. Затем идет отмеривание спирта. Спирт этиловый 96% из емкости по трубопроводу направляют перегонный аппарат. Затем идет подготовка установки для перегонки с водяным паром. Из составляющих элементов собирают установку для перегонки с водяным паром, проверяют герметичность соединения узлов установки по избежанию утечки пара и потерь эфирного масла. Получение воды кориандра.
лабораторных условиях, если вот перегонку делать, предварительно замачивать сырье в количестве 10 грамм и измельченного сырья в смеси 10 миллилитров спирта и 100 миллилитров воды. Помещают в перегонную колбу, закрывают пробку с пароподводящей трубкой, соединяют с парообразователем. Конец пароподводящей трубки погружают в замаченное сырье, перегонную колбу с сырьем соединяют пароотводящей трубкой, проходящей через коробку с холодильником. В процессе перегонки колбу с сырьем нагревают на кипящей водяной бане. Контролирует поступление холодной воды в холодильник. Отгон собирает сборник, перегонку проводит до получения заданного объема, а затем идет стадия отстаивания. Воду плодов кориандра спиртового отстаивают в течение суток при температуре 8-10 градусов в сборнике-отстойнике. Затем идет фильтрование. Воду плодов кориандра спиртового фильтруют через фильтр. И следующая стадия – это очистка. Сборник с отгоном закрывают ватным тампоном и оставляют в лабораторных условиях в прохладном месте на 1 час, фильтруют через бумажные складчатые фильтры, предварительно смоченные водой. Так, после очистки идет фасовка и упаковка. Так, первая часть – это фасовка. Фасовка готовой продукции проводят во флаконы по 100 мл на столе для фасовки, наклеивают этикетки с наименованием продукции на русском и латинском языках, номер серии, количество и срок годности. Так, затем идет упаковка. Флаконы фасуют в коробки, коробки оклеивают полоской липкой ленты. Затем стол для фасовки и упаковки. Продукция идет стол упаковки и фасовки упаковки. Затем идет маркировка. На каждую коробку наклеивают этикетку с наименованием продукции и товарным знаком завода-изготовителя. Так, материальный баланс процесса на данный вид продукции. Материальный баланс составляет исходя из затраченного сырья и полученной продукции. Так, переработка и обеззараживание отходов. В качестве отходов образуется шрот плодов кориандра. После отгонки эфирного масла отходы не утилизируют. Контроль производства. Осуществляется проверка контролируемых параметров, чистота флаконов, визуально, температура нагрева, приготовление воды, плодов кориандра термометром. Полный анализ готового продукта. Проверяется плотность воды плодов кориандра. Должны соответствовать, плотность должна составлять 0,95 до 0,98 грамм на сантиметр куб. Бесцветная, прозрачная или слегка полирующаяся жидкость с запахом кориандра и спирта. Вкус у него должен быть пряным. Проводится контроль воздуха на степень его загрязненности пылью. На этом рисунке показана аппаратурная схема производства. Вот те условные значения, цифры, которые до этого в процессе приготовления были написаны. Сверху это, если изготавливается в заводах, а снизу это в лабораторных условиях, если изготавливается. Так, в заключение хотела сказать, кроме перечисленных в работе ароматных вод, производство которых стандартизировано в настоящее время, большую известность получили так называемые гидролаты, а ниже цветочные воды. Это ароматная вода, полученная при дистилляции цветов и иногда листьев или стеблей.
Гидролат наследует косметические свойства и тонкий запах того растения, из которого он получен. В натуральной косметике цветочную воду используют в производстве кремов, шампуней, гелей и, главное, в качестве самостоятельного средства, как тоник для лица, тела и волос, который прекрасно подходит для увлажнения и питания кожи, а также для подготовки ее к нанесению крема или маски. Еще один ароматный вариант использования – это добавление небольшого количества гидролата в воду при глажке. Несколько капель воды для сбрызгивания не оставляет пятен на одежде, а цветочная вода быстро впитывается, оставив тонкий запах. Конечно, все гидролаты благодаря цветочным ароматам обладают и мягким ароматическим воздействием, снимают стресс, помогает при переутомлении и бессоннице или, наоборот, бодрят и стимулируют мозговую деятельность. Однако происхождение таких вод зачастую сомнительно. В последнее время все чаще вместо эфира содержащих вод под названием цветочная вода предлагают воду с разведением в ней отдушкой. Поэтому покупать гидролат лучше у достойного доверия поставщика. Главное преимущество ароматных вод – это то, что каждая вода обладает достоинствами, подобными соответствующему эфирному маслу, а их использованию удобно и безопасно благодаря более слабой концентрации активных молекул. Спасибо за внимание. До свидания.